тот опыт, который мы опробовали уже в ближайшие годы, показал, что можно при помощи простых, довольно и бюджетных мероприятий изменить то состояние в городе, которое есть. Потому что не обязательно ставить светофоры, покупать какое-то огромное оборудование, можно при помощи анализа существующей системы организации дорожного движения внести новшества, внедрить новые варианты, новые подходы европейские и белорусские, и сделать жизнь более комфортной. Хотя, конечно, отношение жителей города, оно разное, то есть кто-то это воспринимает положительно, кто-то отрицательно. Ну, как иногда я говорю, что нужно все-таки почитать правила, изучить и понять то, что на улицах находятся не только водители, и улица предназначена не только для автомобиля, она предназначена для всех участников движения, и пешеходов, и велосипедистов, и людей с ограниченными возможностями. Мы пытаемся создать комфортные условия для всех категорий и граждан, и участников дорожного движения. Мы решили опробовать такие, наверное, смелые решения. Это в плане, они направлены прежде всего на сохранение безопасности пешеходов, детей, успокоение возле автобусных остановок, для того, чтобы автобусы спокойно могли подъезжать к автобусным остановкам, а автомобили все-таки снижали скорость. Ну, мы побуждаем автолюбителей снижать скорость перед автобусной остановкой. Тем самым обеспечиваем безопасность пассажиров и людей, которые пользуются общественным транспортом. Создаем максимальные приоритеты для общественного транспорта. И те школьные и дошкольные учреждения, которые находятся в центральной части города, мы чуть-чуть их переформатируем движение и близлежащие территории для того, чтобы обеспечить максимальное удобство и безопасность и детей, и для родителей, которые своих детей приводят в эти учреждения.